приснился сон, будто жив отец. Он построил дом посреди небес. На 7 ветрах дом качается, а в окошке мать улыбается. У тебя, сынок, есть отец и мать. Кто посмел тебя сиротой назвать? Когда в горле ком, стоит взор поднять, вижу отчий дом и в окошке мать. Мне приснился сон, будто жив отец. Он построил дом посреди небес. Мне приснился сон, мне приснился сон. Проездом посадку самолет рейса 240, прибывший в Конечно, нет. Может. Сын нам на каникулы внука привозит. Ой, нет, я сама. Ну, здравствуй, раз. Здравствуй, Борька. А ты молодцом. Постарел, Боренька. Лысеть начал. А ты на себя посмотри. Талию совсем потерял. Жирком обрастать начал. Но мне положено. Да. Для солидности. Как-никак академик. Это мы в курсе. Ну, поехали. Отвык от нашей жары, а? Да, конечно. А ты что ж без меня уехал? Я заезжал за тобой. Из-за тебя я опоздал. Да я автобуса. Ну, поехали. Моя машина к вашим услугам. Про Давлета с Байрамом узнал что-нибудь? Байрам расстрелян в 46-м в Карлаге. А Давлет попал в Киргизские лагеря. В 52 году там вспыхнул бунт, подавляли жестоко. Погибло примерно 12 тысяч зэков. А Байрам? В списках убитых его нет, но... Что но? Понимаешь, Арас, в киргизских лагерях политические не выживали. 2, 3, ну максимум 4 года и все. Тяжело говорить об этом, но надо смириться с мыслью, что... Я не верю. Не верю, что Давлет погиб. Хватит, не надо сейчас об этом. Сегодня все-таки юбилей. А раз ты на банкет едешь? Рылом не вышел. Не та персона, меня не приглашали. Какое может быть приглашение? Всего лишь наш праздник. Дедомовский, общий. Едем и все. Хирургия. Травма черепа. Старик-инвалид. Сбила машина. Сознание не приходит. Пульс слабый. Давление падает. Срочно готовьте операцию.
Без меня, надеюсь, справитесь? Конечно. Иди, Атакиши. Банкет не каждый день бывает. Дядя Давлет. Это Давлет Ага. Ну иди же сюда. Ну иди. Ну, иди сюда, иди. Не молчи, сынок. Ну, говори. Ну. Говори. Ну, говори же, сынок. Говори что-нибудь. Ну, говори. Что ты его бьешь? Ведь и так мучается. Ты, сынок, не переживай. Живешь у дяди Берды. Война долго не продержится, скоро кончится. Я вернусь. И снова мы будем вместе. За жизнь свободы, дочь! Подходи на дочь! За жизнь свободы, дочь! Подходи на дочь! Подходи на дочь! Стой! Держите вора! Держите его! Вор, держите! Держите вы его! Кто-нибудь, помогите! Держите вора! Разойдись! Разойдись! Разойдись, кому я сказал! Разойдись, стрелять буду! Будешь? Разойдись! А ну, дошли в сторону! Шкурки! Где мои шкурки? Я даже опомниться не успел, как он вырвал у меня каракулевые шкурки. Ай! Стой! Какой из тебя щипать, смехота! Профессию позоришь. Уходи с базара. Что умеешь? Слепым можешь? А в трясучке?
думаешь, или вправду не мой? Чего молчал-то? Вот сволота. Тебя человечьим языком спрашивают. Голодный? Я Борька Ленинградец, я голод кишкой чую. Вот что, немты. Айда к султану. Тут без султана нельзя. Убьют. Входи, входи, немцы. Не тушуйся. Это наша кодла. Тусуй, тусуй, седой. Карта уже крапленая? Ты тоже скажешь. При всех же вскрыл. Нравится? Это Бегенч. Картинки мажет на продажу. Чё тянет? Сдавай. Опять невезуха. Давай по новой. 19. Берешь, седой? Давай 2. Не прогоришь? Не твоя забота. Хватит. Мне одну в темную. Темную мы не играем. Очко. Гаджеты гильды. Я есть хочу. Я есть хочу. А теперь сыграем подкидного. Хорошо, я раздаю. Да, У кого козырь? у меня. Давай, ходи. На тебе. Еще, ну, Сейчас я выиграю. Подожди, седой. туалет. Султан. Султан, это не ты. Да? А что он умеет? Не ты, не ты, настоящий. Ну-ка, поучи. Клань, поклони. Поклонись. Ну что, будешь кланяться? Хватит. Ну что, помнел? Убери это. Садись сюда. Ну, ешь. Ешь. Ты уж не обижайся. Правила у нас жестокие. Слабеньких мы не держим. Верно, ребята? Верно. Ты водку пьешь? Правильно делаешь. Мы одна семья. У нас за товарища на смерть пойдут. И на этом стоим крепко. Кто в беде, выручим. Голодного накормим. Как брата родного приютим и примем.
Но если кто скурвится, под землей найдем. Закон такой у нас. Для меня и для них. Не нравится, держать не будем. Захочешь остаться, клятву на верность братству возьмем. Так что решай. Ну вот, теперь ты наш. А мы это... Сила! Сила! Вот он. Ага. Держи. Умеет молчать? Он вообще не говорит. Не мой. Хорошо, беру. Подойди. Это Егор. Дядя Егор. Ты с ним будешь? Иди посылки грузить. Как договорились. Ага. Откуда? Шикарно. Ты хорошо устроился, братан. Эй, вы шакалы, кончай болтать. Спать мешаете. Послушай, когда откроют? Целый час жду. Не знаю, солдат. Эй, пацан, где начальник почты? Ты чего? Ты чего так смотришь? Что тебе здесь надо? А? У фронта крадете, гады. Суки. Тихо, тихо. Тихо. Я тебя сейчас, тихо. Сволочь. Разойдись! Что, кранты? Эй, быстрее, быстрее! Утюря. Живей, живей! Закапывай.
Что там делаете? Стой! Товарищ начальник. Ну чего? Товарищ начальник. Чего тебе? Черный, хороший, большой ишак. Ну и где ты оставил своего ишака? А я его привязал к вагону крепко. Ну и куда он делся? Да Аллах его знает, куда он Слушай, делся. подожди, мы разберемся, найдем Хороший, твоего большой, ишака. черный Найдем, ишак. Найдем. Ишь ты, на фронт к отцу собрался. Заберите его домой и выпарите как следует. Спасибо вам большое. До свидания. До свидания. Билет мы тебе восстановили. Ну а что касается документов, то пока справка. Дома уже выправишь нормальные. Поезд через 5 часов. Боголюбов слушает. Убили? Сейчас еду. Солдат, у меня к тебе просьба. Выручил бы ты нас. Мне детей в детдом надо отправлять. Сопровождающий нужен. Это тех гаденышей? Они же меня чуть не грабанули. Их надо изолировать от уголовного мира. Вывести в нормальные люди. Они же еще дети. Ты на меня свои заботы не сваливай. У меня своих забот во! У меня нога кровит. Я свой долг на фронте выполнил. Сердца у тебя нет. Да пошел ты. Долго мы еще тут шеи кормить будем? Когда нас отправят? А ты помолчи, умник. Солдатик-то наш, живой. Пить. Пить хочу. Солдат, дай закурить. Солдатик, купи часы. Хорошие часы. От сердца отрываю. Кровью отдаю. Купи часы. Жрать охота. Ну ты даешь или нет? Что? Закурить, закурить. А, сейчас. О, пацаны, махорка. Дядя, дай так много берешь, оставь. Бумага, бумага. У кого бумага есть? Доходит, братва. Скоро все тут подохнем. Текать надо. Шваль. Смотри. Без обмана. Гляди. Ну, снимай трусы. Ты что? Проиграл? Плати. Такой закон игры. Ладно, ладно. Продолжим. О, стреляй. А как же?
Пройдет. Не дрей. Давай еще. А на что? Где протез? Кто спер, сволочи? Я же его снял, чтобы ноге дать отдохнуть, а вы... А, протез. А седой как? Пернешь? Ой, выскочил из вагона. Ах так? А ну-ка, дай сюда. Не. Байрамов. 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 Ковырнулся Байрамов. Дошел. Здравствуйте. Здравствуй. Куда их столько? К вам, отец. Ну чего тебе? Не яс. Байрамов где? Тебе ж сказали, помер он. Может, ошибка? Перепутали? Ну, ты вспомни. Ну чего я буду вспоминать? Вон у Немтыря спроси. У него на руках помер. Немты! Эй, Немты! Мать вашу так! Как это нет и не будет? Пацаны с голоду пухнут. Да вас тут удавить мало. Хлеба давай. Где директор? Директора сюда! Ты что кричишь, солдат? Нет директора. Убили его. 3 дня тому назад. За продуктами поехал. На обратном пути его и... Ты служивый, сам-то кем будешь? Угу. Сопровождающий, значит. Что ж, задание ты свое выполнил. Все верно. Можешь уезжать. А с детишками как? Чем их кормить? Ты лучше вот что. Руби их сразу. Всех подряд. Все равно с голоду помрут. Есть кто живой?
Добрый день, мать. Здравствуй. Где председатель колхоза? Я буду председатель. Хлеб нужен. Везде был. К тебе направили. Помоги, председатель. Не для себя хлеб прошу. Для детей. Вот документы. Вот. Убери ты свою бумагу. Неграмотная я. Мы до войны-то не сытно ели. А теперь... Послушайте, вы же мать. Детдом 3 дня не ел. А может, работа какая нужна? Мы отработаем. Только накормите нас. Чем накормить-то, сынок? Амбар-то ведь у нас пустой. Ты лучше пройди по дворам. Не обижайся. Уснул. А я для него чай заварил из верблюжьей колючки. Пусть спит, устал он. От орудийного расчета 2 нас и осталось. Раненые кричат, кони ржут, грохот. В общем, ясно. А тут еще танки к нам в тыл зашли. Не успели мы с Гришкой развернуться, как по нашему расчету прямой наводкой. Очнулся я в плену. Глаз вытек. О, Боже. Бежал, потом партизанил. Да. Досталось тебе хлебнуть горя. Поздравляю вас, дорогая Зюнгюля-Дже. Спасибо, спасибо, Кипе. Боренька, Боря, родной. Дорогая Зюнгюля-Дже, поздравляю. Рад тебя видеть, Борис.
Туркмения не потянет регионального хозрасчета. Но прибалты пошли, и не с бухты-барахты. Все рассчитали. 2 трехкомнатные квартиры. С квартирами сложно, вы знаете. СТК, народный контроль, гласность и так далее. Но я вам микроавтобус. Шифер, фанерку подкинул. Слушай, а где Атакиши? Что-то я его не вижу. Народу так много здесь. Народа? Народ сюда не пустит. Здесь слуги народа. О, Борис, прости меня. Демократизация общества не означает анархии. Конечно. Межнациональные отношения острее бритвы. То в одном месте, то в другом. Ну а междуусобные конфликты могут привести, к гражданской войне. Ну, Да, куда все хотели? идет к этому. И безответственность средств массовой информации, и застарелые болячки, всеобщий дефицит, все тому способствует. Перестаньте пугать. Это волна схлынет. Идет нормальное обновление социального организма. Вливается свежая кровь. Но скелет остается. Помните у Киплинга? Запад есть запад, восток есть восток. И так лучшие кадры убегают. Пиши ходатайство. Я попробую. Что ты так всех прячешься? Да нет. Отошел покурить. Ну ладно, пойдем. Вы здесь? Привет, здравствуй. Так, в конец зала. Ты хоть Изюмгуль поздравил? Ну, поди поздравь. Юбилей все-таки неудобно. Не могу. А, брось ты, время-то какое было. Ее тоже можно понять. Нет. Послушай, Арас, не все так просто. Реабилитация — это в газетах раз-два и готово. Но комиссия-то работает. Комиссия работает, но она одна. А сидела, пропала без вести, погибла около 40 миллионов человек. И каждого надо проверить, каждого. В комиссию ежедневно приходит очень много писем. 1000 писем. Здравствуйте, Мухаммед Бабаевич. Добрый вечер. Здравствуйте. 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 Пришел. О, какой дорогой гость, Мухаммед Бабаевич. Я так рада. Для вас, мама, как и прежде, я малыш. А малыш-то мой посидел. Айдагды, у меня к тебе дело есть. Давай с тобой порядочно. Я ожидал, что сам на торжество пожалует. Жаль, что с нами нет Давлета. Ну что же, дорогие друзья, давайте поднимем бокалы за нашу маму, Изюмгуль Эдже. И от всего сердца пожелаем ей здоровья на долгие годы. Простыл, что ли? Это уже давно. Спецдетдом, лагеря, пересылки, север. Здоровье ушло. В зоне было легче как-то. Там хоть порой задумаешься. Только б на свободу выйти. Там уже правду добьюсь. Вышел, а свободы нет. Потом сдвинулось. Заговорили, реабилитация пошла. Ну, думаю, дождался.
И ни хрена. Бьюсь, как об стенку. Вроде никто не против. А все на тормозе. Кричат «свобода, свобода», а глаза пустые. Разогнуться не хотят. Будто нравится им горбатыми ходить. Начал правду искать. Оказывается, таких, как я, море. Я-то тебя понимаю. К сожалению, от нас мало что зависит. Это все пешки. Все решает вот этот. А он помнит Давлета и Байрама. Этот человек ничего не забывает. Отходи. Отходи. Не трогай. Ты чего ему одну воду налила? А ты что встреваешь? Он-то сказать не может, помешай. Чего не мешаешь? Одним гужу, а другим жижу. Всем поровну давай. А ты стой и молчи. Защитник нашелся. Отходи, отходи, чего стоишь? Стерва. Ты чего плачешь? У всех довесок, а мне не дали. А ну-ка, пойдем, пойдем. Разберемся. Ну-ка, клади на весы. Видишь? Все равно нету. У всех есть, а у меня нет. Как же так? Без довеска. М? Ну, все в порядке? Эх ты. Ешь, ешь, ты ведь мужчина. Сынок, все хорошо. Сейчас пройдет. Я-то знаю. Со мной это бывает, это контузия.
помоги. Вот так, сынок. Надо идти. Первый отряд к занятиям готов. Второй отряд к занятиям готов. Третий отряд к занятиям готов. Товарищ директор детдома, отряды к занятиям готовы. Приступайте. Есть! Далее! Оп! Шагом! Марш! Запевай! Хром-хром, детский дом, стук-стук, костыли, у туалета 3 ноги, у туалета 3 ноги. Отставить! Кто это сочинил? Ну, я спрашиваю, кто это сочинил? Это Кельте сочинил. Кельте, а ну выйди из строя. Шагом! Марш! Ребята, сегодня наши доблестные войска подошли к логову фашистского зверя. Не сегодня, завтра возьмем Берлин. Ура! Еще раз! Ура! Кто ж так копает, а? Кто ж так копает? Тебя же первая пуля пришьет. А я пригнусь, и мне нормально. А о товарище ты подумал? Если тебя ранят, товарищ придет на помощь. А ему твой окоп по пупку. Это ж верная смерть ему. Ясно? Ясно. Самое последнее дело на войне — про товарища не подумать. На войне без товарища — смерть. А говорят, что войны больше не будет. Может, и не будет. Но мы всегда должны быть готовы защищать Родину. Ясно? Ясно. Тебя никто не видел? Да нет, все на строй ушли. А я сказал, что живот болит. Молодец. Ешь, ешь. Все поел? Угу. Смотри, не попадись. Да знаю, не первый раз же. Хорошо. Отнесешь ко мне домой, а потом иди к себе. Утопия. Это что, про утопленников, что ли? Да нет, это страна такая. Томас Мор придумал. Он давно жил. Ученый, англичанин.
Он мечтал, чтобы была такая страна, где все справедливо. Ну, законы, жизнь. Социализм, значит. Ну, вроде этого. Академик. Да нет же, Томас Мор. Ты академик. Сильно варит у тебя здесь. Мы всегда впереди должны быть. Нам хуже каких-то англичан никак нельзя. Ну ладно, я возьму, прочитаю, потом верну. Угу. Спи. Ты чего? Вы меня бить будете? Кто? За что? Седой ковер стащил, продавать пошел, а я нечаянно проговорился. Я же нечаянно. Пацаны, вставай! Из-за чего шутишь? Седого продал. Ух, сиксот! Врезать бы ему, чтоб на всю жизнь запомнил. Он же малыш. Он же нечаянно. Малыш, он уж не первый раз гад. Я же нечаянно. Я тебе дам нечаянно. А ты не лезь, байрамовский сынок. Не испугались. Что ты сказал? Кончилось, падла! Капут! Повтори! 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 Эх, капут, фрица! Ладно. Сегодня можно. Только приберите потом. Вам же спать здесь. Изимгуль! Сегодня ребятам двойную порцию до отвала. Победа, Изимгуль! Победа! Слышала? Слышала. Ты чего? Ничего. Ты иди, не мешай. Уйди, кричать буду. Смотри, нету ничего, нету. На, обыскивай. А это?
А это что? Но ведь победа же. Победа. У меня муж погиб на фронте. Неужели я за 5 лет не заслужила праздника? Первый раз взяла. Клянусь, первый раз. А у детей? Разве отцов не убила? Они же сироты. Не губи. Не губи, Байрам. Ради победы не губи. Судить будем. Судить? Ах ты, сволочь кривая. Ты ведь в немецком плену был. Да я сама тебя в тюрьме сгною. Машина! Атакиши. Атакиши Керимов. Атакиши! Атакиши! Сынок. Сынок, родной. Дядь, а вы его домой возьмете, да? А в следующий раз вы за кем приедете? Вы меня заберите? Я вам полы буду мыть, сапоги чистить. Вон у вас какие грязные. Дядь, а ты нас покатаешь? Садитесь. Попрощайся, сынок. До свидания, дядь Давлет. До свидания, ребята. Ребята! Ребята! Сегодня у нас в стране отменена карточная система. Байрама забирают.
Назад! Назад! Ребята, стойте! Араз, ну не надо, Араз. Байрам вернется. Давлет сказал, что до самого Сталина дойдет. Ну не надо, Араз. Араз, не надо. Я вам так скажу. Я не верю, что Байрам враг народа. Не верю. Он жил по совести. Жить по совести — это трудно. Это мужество. Иначе нельзя. Никак нельзя. Иначе ты не человек. Запомните. Запомните это на всю жизнь. Что бы ни случилось, только по совести. Клянитесь мне, себе, друг другу. Клянусь по совести. Клянусь, клянусь. 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 Клянемся. Клянусь. Клянусь. Если забудете, с того света встану. Я иду в управление НКВД. Слышишь, Араз? Я вернусь вместе с ним, с Байрамом. Приехали. Они закрылись в подвале. Захватили сейф. Там документы и печать. Это не просто хулиганство. Это политический акт. Примем меры. Давлета! 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 Эй, пацаны! Кончай балаган! А ну выходи! Давлета! 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 Давай. Давлета! Давлета! Ну что, наорались? По одному. Быстрее, быстрее. Быстро в спальню. Я вам еще покажу давлетовское отродье. Мы утром веселые стали, что вместе идти на парад. С портрета знакомого Сталин с улыбкой глядит на ребят. Стоп, 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 стоп. Как вы поете? Вы должны понимать, о чем вы поете. Вы поете о своем счастливом детстве. Вы поете о самой великой свободной стране. Вы поете о самом вожде, о Сталине. Почему нет улыбок на лицах? Улыбаться! Араза! Араза, не втряк директору! Выйди. Мы утром веселые стали. Значит, ты
отказываешься отречься от своего приемного отца. Значит, тебе враг народа, немецкий шпион дороже Родины? Да? Снимай галстук. Сними галстук. Так вот, тебя отправляют в спецдетдом. Может, оттуда ты выйдешь человеком, достойным нашей великой Родины, несмотря на пагубное влияние твоего приемного отца. Быстро все назад. Назад, быстренько, быстро, быстро, все. Все назад. Ну-ка, все в зал. Все в зал, на занятия. Вернитесь все в зал. Кому сказала в зал? Не пущу! Не пущу! Не пущу!
его помощничек не допустил к нему. Мразь. Работа у него такая, сволочная должность, на побегушках. Такая работа ему нравится. Чего стоит один вид его? Лощеный, собой довольный, эти вокруг него вертятся, чтоб ему угодить. У него в руках власть, а мы для него жуки в навозе. Поставьте. Так, хорошо. Что это, Бегенть? О, что, сюрприз ты нам приготовил? Твоя новая картина? Любопытно, любопытно. Это же просто грандиозное полотно. Апофеоз материнской любви. Ребята, смотрите. Мы все похожи. Да, великолепно. А вы знаете, вот такими вот вы мне и снитесь. Ей-богу. Прошу прощения, к телефону. Меня? Просит кого-нибудь из ваших. Бегенч, а где же Давлет? И Седова, и Байрама нет. Ну, знаете... Какого Седова? Я думаю, Бегенч выразил то, что у каждого из нас лежит на сердце. Как вы считаете, а? Вот они, мы, голодные, оборванные. Ну, а теперь нынешние генералы, академики, артисты. И даже члены правительства. Каких сыновей воспитала наша мать для нашей страны? А так иши, дружище. Да подожди. Повтори. Давлет жив? Жив? Да я его всю жизнь ищу. Что? Как? Попал в аварию? Где? Операция? Как он ее перенес? Еду. Что надо? Кровь или что? Спаси его-то. Скажи ему, мы едем все. Вы воспитали, сделали нас людьми, дорогая Зюмгюледже. И на этом полотне, как и в жизни, мы всегда с вами. Что бы ни случилось, всегда с вами. Ребята, Давлет жив. Он в больнице. Едемте к нему сейчас все. Стойте! Она 40 лет ждала этого дня. Совесть хоть у вас есть? Садитесь. Ребята, это же наш отец. Ну неужели вы забыли? Я понимаю, горе большое, но чем мы сейчас ему можем помочь? Действительно, мы же не врачи. Пошли, не врачай праздник, пошли. Садитесь. Уберите этого паникера. Уведите его. Ох ты, халуй! Сдать его в милицию. Вы же все клятву давали. Шакалы, мразь. Ты же отца предал. Иуда ты! Замолчи, рад! Замолчи! Не смейте! Не смейте его трогать! По-моему, он просто ненормальный. Ничего. Садитесь за стол. Не обращайте внимания. Что все это значит? Вы что, поддерживаете его антисоветское выступление? Он поднял руку на народного депутата. Он ни на кого руку не поднимал. Ошибаетесь. Вон сколько народу видело. Они подтвердят. Слышал, куда он клонит? Все вверх дном перевернул, политику шьет. Ты понимаешь, чем это пахнет? Они же его посадят. Я это давно понял. Ну ты же прокурор, сделай что-нибудь. Послушайте, я прокурор, разрешите? Ваши документы. Документ. Ну хоть паспорт у тебя есть? Ну при чем тут паспорт? Паспорт.
Подпишите. Не нужно скандала. И без фамилий. И без протокола. А что? Отпустить? Этот человек болен. Нарушение психики, понимаете, лейтенант? А это опасно. Тогда это не к нам, для этого психиатрическая больница. Вот и отправьте. Я им позвоню. Слушаюсь. Я академик. Он прокурор. Обращайтесь к нему. Молодец, Арас. Я всю жизнь мечтал вот так. Прямо в лицо. Духу не хватало. Ну и дурак. Чего он добился? Ничего не изменится. Разве против них что-нибудь сделаешь? Их пушками не пробьешь. Ты хоть помолчи. Да я всю жизнь молчу. Дорогая Изюмгюль-Адже, дорогие друзья, гласность распахнула окна в нашу историю, в нашу сегодняшнюю жизнь. Теперь время перестройки проветривает, так сказать, наш дом. И вот это вызывает у меня, впрочем, не только у меня, а у всех нас, вызывает новый прилив сил. Так будем же в этот исторический момент достойны нашей матери, Изюмгюль-Адже, и отдадим все силы во славу нашей Родины. Звонили из больницы. После операции скончался Давлет. Просили сообщить присутствующим. Вы что, с ума сошли? Идет банкет. Никаких сообщений. Нет. Мы Араза в обиду не дадим. Мы его вытащим. Врешь, гад, малыш. Бесполезно все это. Ты что, не то время, чтобы в психушку сажать? Ты знаешь, сколько таких Аразов в психушках сидит? А выпустили скольких? Ну, 5, ну, 15%. А остальные? А остальных уже поздно. Что ты хочешь этим сказать? Вытащим мы Аразу. Но его же все равно не переделаешь. Завтра снова засадят. Попомнишь мое слово, нахлебаемся мы с ним. Бросить его. В психушке оставить. Мы же клялись Давлету. Ты что, забыл? Сколько тебе лет, академик? 50? Больше. А все в детские клятвы веришь. Ты что, тоже сумасшедший? Кстати, у меня есть письмо одного такого же. Тоже правдоискатель. Много лет правду ищет, и все Прокурорское напрасно. удостоверение. Останови машину. Твое удостоверение. Прощай, Боря. Ну, погоди ты. Ну, что случилось такого? Прощай, прощай. Ну и пропади ты, пропади. Стойте!